Летом здесь вообще невероятно просто. Розы в цвету, виноград свисает гроздями, здесь серты. И вечером, когда уже прохлада спускается, здесь кофе пить просто вау. Hoş geldiniz. Братан, ну сколько можно же? Я сразу предупредил, что ты после обеда придешь. Селям, блин. Слям алейкум. Вот этот кофе, Подожди, вот здесь пахнет уже. 50% арабики, 50% робусты. Отлично, на все вкусы, короче. Да. Тогда его делаем сначала. Ну давайте попробуем. Мы это сделаем. Давайте, может, я? Бисмилля. Вкусно, мне нравится. Все? Жалко. Ну, мы сейчас сделаем еще горячий. Ну так, ничего. Норм? Или надо Подожди. его попробовать все-таки горячим? Или надо, чтобы Не, он надо, до чтобы он был куда-то дошел? горячий, с пенкой. Вот сюда нужно добавить чуть-чуть сахара, капельку. Сахар добавляет вкус, не В сладость. джезве прям? Да, он раскрывает вкус. Еще. Да, я вот сделаю, ты будешь поражена вкусом. Вы сейчас поняли, да? Мой кофе не очень. А МД сейчас делает, и мы поразимся. Ок. Конечно. Ну, мне кажется, культы 90-х, они вышли в том числе из наших определенных травм, да? То есть культ образования, он был как раз связан с тем, что многие не смогли получить образование высшее, или они его получили, но тем не менее, приехав в Крым, не смогли трудоустроиться там по специальности, да? И на рынках стояли там рядом люди, и профессоры, и там, не знаю, врачи, там, и все прочее. И поэтому было... О, вы, кстати, мне что-то наподобие дарили, я же помню. Видишь реакцию? То есть вот это вот мозг зафиксировал удовольствие от после этого. Вот он мозг. Ладно, пусть лучше фиксируется на удовольствиях. Вот. И, соответственно, как бы вот была задача, чтобы дети учились. Мама, сейчас мы с ней иногда разговариваем, и это так забавно. Я говорю: мама, вы нам с детства как бы с папой говорили: учитесь. И, собственно, у меня до сих пор этот процесс продолжается. У Хальдешки 2 высших образования. Я сейчас получаю 2-е высшее образование. И мама говорит: да, надо было говорить замуж. Вот. И, безусловно, культ семьи, но мне кажется, это такая очень крымско-татарская глубокая традиция. То есть это не только 90-е, она уходит далеко корнями, потому что и, в принципе, она сейчас только начала как-то чуточку ломаться. Но раньше это было прям супер важно. То есть, и, в принципе, мне кажется, как ценность, если нам удастся это сохранить, это сделает нас отличными от очень многих других людей. И плюс это важно в том смысле, что связи с близкими — это всегда возможность какого-то тепла, ощущения какого-то уюта, какой-то заботы, потому что когда ты оказываешься в какой-то критической ситуации, все равно первый, кто тебе помогает, это твои близкие родственники. Чаще всего. И более того, они не считают это чем-то, что вот, ну, как бы, это априори как-то получается в итоге. И поэтому, мне кажется, нам еще удалось это сохранить. Но сама ценность семьи и сама ценность института брака, она, конечно, немножко теряется уже, потому что, ну, просто видно по количеству разводов, которые сейчас происходят. Как преодолевали конфликты наши родители, потому что они у них были тоже. Ну, они переживали абсолютно те же истории. И как сейчас справляемся с этим мы или не справляемся, да, чаще всего. Я никогда не забуду эту историю. Записывала 2 ускутских, им уже там за 90, ему там, по-моему, уже, да, за 90, ей что-то 88, что ли.
И я, значит, ну, спрашиваю, хайсы койлюсунус филян тувен, и он, значит, начинает там менус куттен, и думаю, о боже, как она всю жизнь с ним жила. А у нее спрашиваю, я сэс хайдас, она знает, мендеус куттен, и думаю, боже, как они прожили столько вместе. И я у нее потом, значит, спрашиваю, я говорю, как так получилось, что вы вместе столько лет, у них там много детей, сейчас точно не скажу сколько. И она говорит, блесен балам. Она говорит, тек бір қайдем var еді. Она говорит, ахайым башласа нерваланмая, башласа бағырмая, бежда қачық сусаджасын. И она вот про эти 5 минут, вот это прям какой-то волшебный эффект у них такой терапевтический. Когда она говорит, я 5 минут молчала, говорит, ничего не говорила ему. Он, говорит, успокаивался, и потом мы могли проговорить эту ситуацию. То есть, когда уже без нервов, без эмоций там и все прочее. Она говорит, бежда қачық сусаджасын. Вот, мне кажется, сейчас не каждому хватает зрелости выдержать эти 5 минут, потому что не ответить в момент, когда у тебя все внутри кипит, это очень сложно. И ты такой, ладно. Но и плюс, да, очень важный момент, что люди не воспринимают брак как работу. То есть химия возникает почему? Чтобы люди сошлись, да? Они сходятся, и потом начинается работа. И да работа... не начинается работа. Начинается, МД, это я очень важный процесс. Я процесс. живу счастливой и никакой работы. Надо с Алиметаташкой Алимет, поговорить. кофе принеси. И Ну всё. вот, понимаете? А что Алиметаташка при Что этом здесь чувствует? работа? Подождите, ну я не согласен категорически. Когда два человека, которые любят друг друга, вот эта химия произошла, вот, она потом прошла, да, не проходит она. Проходит. Она мне говорит. Вы лукавите, МД, она проходит. Нет, я никогда не вру. Я знаешь, почему никогда не вру? Потому что я забываю, что сказал, я все время что-нибудь говорю и забываю. И каждый раз потом новое. неловко, понимаешь? Нет. И приходится все время говорить правду, чтобы не оправдываться. То я один раз попал так. Наговорил, потом пришлось объяснять. Ну, это было давно. Все, давай, я кручу, я... Потом вы это вырежете там, а то вы сами меня сюда посадите. Я с этим категорически не согласен. Когда два человека... Брак – это неправильное слово. Когда два человека вместе живут, они друг друга дополняют. Тебе с ним интересно. Найдем мы тебе такое, не переживай. Вот. То есть он тебя любит, он тебе кофе приносит, ты ему кофе приносишь там. Когда вы последний раз Алиметаташке кофе приносили? Каждое утро в течение 30 лет. Мастер-класс для девочек, Вообще бомба. которые не умеют готовить кофе, конечно. Не придают этому значения. Понимаешь? С вами не придашь, ага. А вы сюда налили, чтобы было аутентичненько? Нет, смотри, процесс приготовления кофе – это часть кофейной церемонии. Правильно Все держу? должно быть красиво. Ну, такие маленькие не держали на плече. На плече держали, Можно когда всё так тяжело. испортить. Мави так красиво держала. Ну, еще. Нам нужно сначала положить кофе, Ага. потом налить воды. Поэтому ложим кофе. Ты ложишь, да? Давай. Да, да. Ложим кофе. Я ж тебя учу, блин. Вы же мастер-класс, Он, МД. там. Хачтани хашық қоямен беш? Bir filcana bir kaşık. Бір филджана, бір хашық. Біз дорт. Kaşık olsun. Да. Біз дорт хаве пішірежеміз, соның үшін дорт хашық қоям, doğru? Да, doğru. Не стряхивай. Почему это что, испортит вкус? Ну, конечно, ты экономишь. И данбердан не тебе один. Это на пенку. Вот. А что, можно уже воду Теперь наливаем наливать? воду и тщательно Спасибо. перемешиваем. Мешай. В другую сторону. Я левша. О, кстати, я видела, как-то вы нагревали финджаны. Это с какой целью делается? Ну, вот финджан сейчас холодный. Это баловство? Ни в коем случае, у нас все серьезно. В любом уважающем себя этом заведении посуду подогревают. Она должна быть теплой при подаче. Зачем?
Потому что меняется температура напитка. Ты если в холодный финджан сейчас нальешь, он моментально остынет. Ну, моментально И это ты громко принесешь, сказано. например, своему харбабашке холодный кофе, и что он тебе скажет? Моему харбабашке категорически нельзя приносить холодный кофе. Правильно. Но я финджаны не грею, прежде чем нести кофе харбабашке. А ты нагрей сначала. Я просто быстрее несу и быстрее его зову. А так он удивится, скажет, Маша, не удивится. Если будет хорошо сделано, он не удивится. Если будет плохо, он тогда скажет. Да. Мы же тоже как бы воронские. Понимаем, о чем речь, да? Да. Так, сейчас я возьму. А мешать можно или Ни в нет? коем случае. Один раз помешали, все. Больше не надо. Вкус испортится. Нет, кофе не надо смеяться, это все серьезно. Я пытаюсь серьезно относиться, я пока не Ты один раз перемешала, Так. вот сейчас ты ее начнешь мешать, у него уже очень нежный вкус у этого напитка, у этого продукта. Ты сейчас начнешь мешать, и он выветрится весь вкус, половина, запах. Понимаешь? Поэтому сверху вот сейчас вот такая у нас шапочка. Так. Внутри происходит процесс, нагревается вода. Начинается постепенно, вода поднимается, холодная опускается. Там сейчас внутри все правильно происходит, весь процесс. Вот. И потом, когда достигнет определенной температуры, он начнет подниматься. И в какой момент в мы этот должны момент, выключить? когда он начинает подниматься, ничего выключать не надо. Просто снимаешь с огня и разливаешь. И все. Вот это правильно приготовленный напиток. Кофе это всегда какие-то разговоры очень теплые, потому что когда приходят гости, ты у них не спрашиваешь, а будете ли вы кофе, да? У крымских татар не принято об этом спрашивать. Ты сразу идешь и ставишь джезве. И поэтому кофе всегда ассоциируется в том числе с большой какой-то компанией. Либо вот с уютом, когда ты пьешь кофе вдвоем. Когда вот, например, внеплановый, да, там, а давай по чашечке, а давай. И вот вы вдвоем сели, и под какую-то очень неспешную, уютную, теплую беседу вы пьете кофе. Крымская татарка — это образ женщины определенный, да, с чувством собственного достоинства, с требованием уважения к себе, с какими-то ценностями закрытости в том числе. То есть мне кажется, что когда я представляюсь кому-то и говорю не просто свое имя, но говорю еще национальность, это уже несет определенную ответственность, как я себя буду вести сейчас. Мне кажется, важно это понимать. Может быть, я как-то придаю этому слишком большое значение, но когда ты находишься особенно за пределами Крыма, это очень важно. Потому что то, как ты представляешь крымских татар, об этом будут... Вот крымские татары вот такие. Люди будут давать уже такую характеристику. Мы находимся во дворике Дервиш-Евы. Это этнографический музей, который вобрал в себя, мне кажется, это просто эпицентр идентичности крымских татар. Здесь просто продумана каждая деталь. Это на самом деле старый крымско-татарский домик. Просто МДшка, Рустем Дервиш, сделал из него музей и воссоздал то, как крымско-татарский дом выглядел раньше. Как в интерьере, так и в элементах экстерьера. Фуран здесь есть, чешме и так далее. То есть здесь как бы очень много элементов того, как выглядел раньше крымско-татарский дом. Там, кстати, еще одна очень прикольная комнатка есть. Я здесь ощущаю себя просто прекрасно вообще. Я люблю сюда приезжать, и здесь как раз тоже в том числе есть такое ощущение дома. Вот прям как дома.
Не знаю, связано ли это с родственными связями, либо все-таки с атмосферой, которой наполняет этот дом. Ну, у меня все корни практически судакские, но сама родилась в Бахчисарае. И вот тут вопрос, а мои дети будут считаться уже бахчисарайскими наполовину? Особенность этого дома в том, что здесь каждая деталь была продумана. И крымско-татарский интерьер как раз отличался функциональностью. Потому что если мы заглянем вот в эти шкафы, по идее, в них были... они были как ниши. То есть они не были шкафами, с той стороны можно было сюда подать еду. То есть там была кухня, и с кухни просто вот сюда передавали еду, и можно было ее взять. То есть сам шкаф по функционалу был очень удобный. Вот, и, видимо, это в крови, чтобы просто все было функционально. И при этом ничего лишнего. Я очень хорошо помню вечера дома без света, и это всегда сопровождалось вот какой-то совместной деятельностью. Это были игры, это было фортепиано с народными песнями там, и все прочее. То есть, и это была атмосфера, по которой иногда просто невыносимо скучаешь. Я поняла, что я могу возить Крым с собой. Вот у меня появилось такое очень четкое ощущение, что у меня есть там свои какие-то маркеры, которые помогают мне воссоздать, да, вот это ощущение. Тот же кофе. Он реально помогает погрузиться и создать ощущение дома. Да, безусловно, когда я сюда приезжаю, чувствую себя по-другому. Я здесь накапливаюсь, наполняюсь и все прочее, но особенно в Бахчисарае. Но какие-то горные вершины в других местах могут как-то помочь вернуться в эти ощущения. Берег моря там, и так далее. То есть те вещи, которые ассоциируются, и кофе всегда практически, и Коран тоже практически всегда. То есть мне кажется, мы возим Крым с собой. Здесь же была такая система, что если приходила женщина, она стучала там в один молоточек, если приходил мужчина, то он стучал в другой молоточек. Звуки были разные, и можно было понять, кто пришел. Кто будет встречать этих гостей. Детство у меня прошло в Заланкое. Причем для меня Бахчисарай был мегаполисом. У меня родители очень домашние, и поэтому каждый выезд из дома — это было что-то грандиозное. В основном все приезжали к нам, потому что Биташка с Хартбабашкой у нас.
Но когда я стала уже чуть постарше, мы со школы очень много ездили. И Бахчисарайский район мы объехали прям весь вообще. И поэтому я влюблена просто в эти места. Ну а потом уже, когда стали постарше, мы, конечно, сюда приезжали довольно часто. Ну и вообще ощущение того, что ты родилась в Крыму, это прям вау. Когда я поняла, что это реально круто, я очень была благодарна своим родителям, что все сложилось именно так. И отдельная благодарность за то, что это произошло в Бахчисарае. Вот, потому что это город, безусловно, с огромной историей и один из тех городов Крыма, который вот сохранил это отголоски богатства его истории. Мы в очень крутом месте в Бахчисарае. Вот там Чахоткале, там Свято-Успенский монастырь, там Занджирлы медресе. Я всегда смотрела обычно на это место снизу, и меня всегда привлекало. Я просто представить себе не могла, какой же интересный открывается вид сверху. И однажды мы забрались туда, и я поняла, что это самый лучший в моей жизни закат, который я когда-либо видела. Это закат над старой частью Бахчисарая. Я бы, честно говоря, сейчас потратила бы время на то, чтобы мы проделали работу над ошибками, чтобы мы в первую очередь начали формировать новые маркеры идентичности, чтобы мы ответили себе на вопрос, кто мы, и разложили это на составные, что нас объединяет, что нас разделяет. Мне кажется, у нас сейчас такое поле для дискуссии огромное, и нужно его создавать, и нужно об этом говорить. Мы должны проделать как раз вот эту самую сложную работу, ориентированную прежде всего вовнутрь. Период располагает к этому, ситуация располагает к этому, и мне кажется, надо использовать это время с пользой. Я в детстве очень хорошо помню папу, наверное, потому что у него было очень много терпения, и он вот с нами возился. Причем я сейчас уже четко понимаю, что какие-то основы вот стремления к какому-то идеалу были заложены именно им, потому что это всегда тетрадочка под наклоном. Это если ошибка, то ее нужно исправить лезвием, подтереть, чтобы ни в коем случае не было видно. И вот это вот стремление к идеальной форме какой-то, я сейчас уже начинаю осознавать, что оно прошло через всю жизнь на самом деле. И плюс у нас дома была очень большая библиотека, и она меня всегда очень привлекала. Я достаточно рано научилась читать, и когда мама в 5 лет привела меня в школу и сказала: заберите ее, потому что ребенок очень хочет. Это уже из воспоминаний мамы. Мама говорит: ты сказала, что ты расскажешь стишок. И
Значит, встаешь ты рядом с директором, и мама говорит, сейчас Мавиля расскажет вам стишок. Она говорит, ну, я сейчас думала, начнет Мавиля читать, типа, «Наша Таня громко плачет», что-то в этом духе. А я начала читать «Константин Симонов, жди меня». И мама была в шоке вообще, в смысле, ну как бы откуда. А я так хорошо помню этот маленький томик Константина Симонова. Там у него была очень много военная лирика, но вот «Жди меня» мне как-то очень запомнилось, и я его выучила, реально, мне было 5. Становление, наверное, происходило вот как раз в кругу семьи, где были... Собственно, вот сестра старшая, как пример того, как нужно. Папа, который вот показывал, что надо идеально обязательно. Мама, которая, наверное, создавала настроение дома, потому что она у меня очень энергичная, она такая заводила, то есть у нее такой очень детский, до сих пор заливистый, звонкий смех. У нас всегда было дома шумно. Вот, поэтому вот эта вот атмосфера какая-то домашнего уюта, тепла, аликета вот этого крымско-татарского, мы выросли в этой атмосфере, и я вообще безмерно благодарна, и что бабушка, дедушка были рядом, потому что это в том числе не то, что даже мудрость, но это пример какой-то выдержки. То, как они справлялись со своими жизненными испытаниями, то, как они делились своим каким-то опытом и своими какими-то историями, то, как они пытались вложить в нас свои какие-то ценности, передать нам. Ну, мне кажется, это очень важно. Когда я попала в Симферополь, я выбрала журналистику как специальность, и буквально, я не знаю, я приехала в Симферополь, и, наверное, в сентябре начала учиться, в октябре я уже начала работать. И я начала работать в крымско-татарской газете. И с тех пор моя крымско-татарская журналистская история не заканчивается. И момент узнавания, он как раз происходил вот в этой среде. То есть это уже университетские годы, это уже учеба, и это как раз работа в крымско-татарских СМИ. И вот тогда я приехала домой и задалась вопросом: так, ребят, расскажите-ка мне про депортацию. Потому что у нас, в принципе, дома не говорили об этом. Единственный момент, который очень хорошо отпечатался в моей памяти, я помню, в 90-х годах на 18 мая ходили пешком из тех мест, где жили. И вот папа 17-го вечером ушел, как бы. И я спросила маму, куда. И вот тогда был такой небольшой экскурс, что 18 мая каждый год крымские татары собираются на площади, и вот папа пошел туда. И для меня я это очень хорошо запомнила, потому что меня это поразило. Мне казалось, что пешком до Симферополя нужно идти 3 дня, и это было очень далеко, и вот это в честь памяти жертв депортации, и я помню, это был для меня очень сильный эмоциональный момент. В Эзане есть у меня любимые слова. Хаяль аль-салях, хаяль аль-фалях. Спешите на молитву, спешите к спасению. Просто разрывает от них. На самом деле есть очень четкий стереотип, что на психологию поступают люди, которые хотят разобраться в себе. Даже преподаватели часто говорят как бы своим студентам об этом, но мне кажется, может, это актуально, когда тебе 17-18,
Но когда ты выбираешь профессию в 30, ты делаешь это вообще по-другому. Ты начинаешь искать для себя наилучшую форму реализации своих ценностей. Да? То есть, когда тебе хочется сделать что-то такое, работать в какой-то такой сфере, которая бы максимально отражала бы твои ценности. Вот мне кажется, психология, именно клиническая психология, на которую я категорически не хотела поступать, но в итоге я оказалась там. И Аллахтан, вот альхамдулилля, что так именно и получилось, потому что это действительно качественное образование, которое дает понимание человека с разных сторон. И сейчас я понимаю, что это та специальность и та профессия, которая поможет мне. Знаете, вот хочется у каждого человека, вот есть очень такое четкое ощущение, что у каждого человека есть внутренний фонарик свой. И у кого-то он не горит, у кого-то он очень глубоко спрятан, у кого-то кто-то не знает вообще про его существование. И вот я перед собой ставлю такую задачу человеку, который придет, например, ко мне, показать, что у него есть этот фонарик, показать, как он может гореть, какой теплый внутренний свет мы носим в себе, и помочь этот свет раскрыть и учить его дарить окружающим. И второй очень важный момент, я хочу научить людей говорить. Это звучит очень, может быть, амбициозно, для кого-то очень, может, странно, но мне кажется, наша проблема коммуникации друг с другом, мы друг друга не понимаем, мы не умеем друг с другом разговаривать, мы не умеем говорить про свои чувства и эмоции. И мне бы хотелось помочь делать это правильно. И сначала я думала, что это можно сделать с помощью журналистики. Я очень благодарна, что я прошла этот путь в профессии, потому что он научил меня правильно обращаться со словом. А сейчас я хочу помочь другим правильно обращаться со словом. И я надеюсь, что та профессия, которую я выбрала, как раз поможет мне в этом. Та-дам!